Привет, друзья! С вами Одинокий Джейс. Я сегодня начал в необычном стиле. Вспомнил про свое детство и страну, где я жил. В моем случае это Чечено-Ингушская ССР. Вот два самых известных в то время были вот этот Али Димаев. Первая песня была «Зама», и Рая Юлой, ингушская певица, с песней «Майрик Энти». Кто не в курсе, вот разницы между нами, ингушами, никакой. Одни традиции, одни обычаи, одна религия, один язык. Но мы все разные, мы живем в разных республиках. И это, скорее всего, нормально, потому что даже два брата между собой строят забор. И точно так же, хотя и два братских народа, я так думаю, что они должны быть жить отдельно. Но вот моя история не об этом. Это логические вещи. В нашем случае логика нам не поможет. Я прожил свою жизнь, я не знаю, я видел очень много в своей жизни. И горести, и боли, и страданий, и радости, и счастья. Но вот думал, вот пройдет время, все это излечит. Это две чеченские войны, которые выпали на мою судьбу. Мне было 19-18 лет. Я молодой парень, который мечтал о многом. О том, что мечты были очень большие. Хотел учиться, что-то оканчивать, куда-то поступить. В моем случае, я хотел быть режиссером или писателем,
У меня брат жил в Петербурге, Санкт-Петербурге, и мечта была поступить в Санкт-Петербургский институт кино. Тогда он назывался, а сейчас, наверное, университет кино и телевидения. Там всякие, вот, даже вот это было. И все эти мечты в один момент, они прах и прух, потому что началась война, одна, потом за ней вторая, а нестабильность. Тогда были очень трудные времена, когда Советский Союз обрушился, многие люди остались ни с чем. Вот был большой бардак, большая разруха. И я, конечно, для меня она не так касалась, потому что я был молодым или подростком, но наши родители, наверное, очень много пережили. Представляете, сперва была эта разруха Советского Союза, нищета, голод, а потом одна война, потом вторая война. И вот 3 раза, вот 3 витка вот этих нестабильностей в моей жизни было. И я, как человек пишущий, я понимаю, что очень много настрадались наши родители. И я не знаю, что может быть лучше мирного голубого неба над головой. И вот о чем, вот чеченцы об этом. Вот ингуши, у них 24 часа в сутки на 12 месяцев, на сотни лет, вот у них прайд. Прайд, а не в плохом вот этом смысле, радужный или, не знаю, цветной или не знаю, а в том случае прайд, это праздник у них. Вот 300, вот последние 300 лет, если взять, вот праздники у них. Один на одном. Вот единственная депортация они подверглись, и вот это в 92 году конфликт между осетинами из-за этого пригородного района на левобережной части Владикавказа. Вот да, они это пережили, то это как бы стрессово. А мы в этом стрессе живем уже самое меньше 300 лет. И Кавказская война на нашу историю, и депортации, и 2 чеченские войны, много всего. Вот. Каждые 50 лет что-то с нами случается, и мы это достойно уходим. И последняя была вот 2 чеченские войны после распада Советского Союза, обретение независимой Чеченской Республики Ичкерии, которую она провозгласила в одностороннем порядке. Но это тогда, вот это, в свое время она это сделала, заявила себя, потому что, знаете, вот многие кажется это странно, почему именно чеченцы хотели выйти из состава России, почему они вот, просто потому что они всю свою жизнь, века боролись с этим режимом, потому что они умирали за эту свободу. Я ничего не имею к дагестанцам, этим ингушам, этим кабардинцам, осетинам. Вот у них не было этого. Не было этого. Да, вот, адыгский народ, имеется в виду черкесы, кабардинцы, вот, адыгский народ, да, тоже свобода у них была, но не было как у нас чеченцев, потому что не знаю, почему. Вот у нас это ярко выражалось. И вот это... И Чингисханом, и с этим Тамерланом. Вот Тамерлан, когда люди с равнины ушли в горы, и там ожесточенно сопротивлялись Тамерлану, вот он спросил, вот, кто это народ, и ему объяснили, что вот есть такой народ, вот этот, вот они такие. И он говорит, достойным уступить это не есть позор. Он не стал до конца разрушать, там, пленить чеченцев, он просто ушел. Он говорит, достойным уступить, это не есть позор. Это не потому, что мы, чеченцы, где-то там в горах спали, там, и там иногда подло там сзади там выстрелили. Нет, это весь народ, женщины, дети, старики,
старухи, все восставали против вот этого. Вот. Поэтому даже Тамерлан сказал, именно это чеченцам, достойным уступить это не есть позор. И вот так наша история, это даже у нас это не писалось, просто это идет поколение в поколение. Поколение вот рассказ, это беби-тема, вот эта девушка, которая была тоже. Вот я их имена, к сожалению, не то что забыл, просто в наше время же я не могу, у меня же не компьютер, сохранять всю информацию. Вот какая старая информация уходит, приходит новая информация. И вот такое. Времена были, да, я не знаю. И мы совсем, вот когда они, ингуши в чем правы, что мы очень разные, потому что у нас это чувство справедливости очень высоко развито. Я не знаю, вот за него у нас честь, у нас совсем по-другому. У нас обычаи, даже вот кажется, все общее, вот, да, общее, оно общее, но совсем другое. У нас не то вот на улице, я помню свою мать, какие-то, там человек, женщин 16, приехали в горный какой-то поселок, и там собирали аличу, у нас же в горах это, она сама по себе растет, грецкий орех, вот алича, слива, вот это. И вот в советское время как? Люди же очень трудное время было, и выживало даже вот это, могли вот сразу же на месте продать вот эти местные комбинаты, которые какие-то эманаты, что-то там, соки делало. Они могли вот все собрать, потом сразу продать, и день какую-то копейку получить. Вот они, вот это какая-то, они бригада, вот какая-то женщина приехала с Грозного, я не знаю откуда, с равнинной части, и короче, они там пособирали, и ночь. И они даже просто, они не рядом с нами, вот у нас же, мы же окраине жили, и там вот эти холмики, вот эти там эти деревья дикие. И вот она сама подошла, сказала, а уже вечер был, понятно, что они, раньше такси же не было, вот это, только маршрутный автобус, который Грозный, и то в свое время, там, Шарли, Грозный, вот этот. И она сразу говорит, давайте заходите, сразу сделала покушать. Я помню, ребенком, я был, правда, ребенок, вот это, очень много нас, детей этой семьи было очень много. И вот она даже, вот тут было, вот на улице человек останется, сразу любой человек спросит, а ты почему вот это сразу забирает себе. Вот у нас вот так, у чеченцев, а у ингушей этого нет, потому что это я сам на себе испытал 22 года. Они все утверждают, что это они правда, но мои дорогие, зачем мне это придумывать? Зачем мне это рассказывать? Зачем мне от того, что вы плохие, что мне будет какие-то бонусы? Нет, дорогие мои, бонусов нет у нас. Это если плохое про вас, это откликается к нам. Все другие народы нас считают братским народом, считают одним единым целым. И вы думаете, вы оскорбляете нас, чеченцев, вы оскорбляете сами себя. И вот так это все взаимосвязано. И мы один народ, мы одна, не знаю, я вот раньше были, а сейчас благодаря этому царю, вот вас она постоянно подстрекала, и вот вам это бонусы в виде земель, все вот это вам оно, и советская власть вас поселила там, в Кавказе, я не знаю почему, вот это пригородном районе вас поселили, ну понятно, там Серго Орджоникидзе с Кировым, конечно, а то, что вы их приняли, вот это они решили облагодарить, и еще было там, потому что вы против белых воевали, это же Озоркин, по-моему, написал, «Долгие ночи», по-моему, «Белые ночи» или «Долгие ночи». Я тоже повесть. Итак, и вот это, вот так, конечно,
вам это не знаю, я не знаю. Вот я уже десяток роликов снял, я никак не могу до вас достучаться, до вас довести свою мысль. Я же не потому, что я злорадствую, я хочу что-то плохое. Да, вы имени Ингушев, да, вы такие. Сколько вы говорите, я сколько раз сказал, что мою мать убили. Вот вы это пишете. Слова я сегодня тоже посмотрел, в 14 разных вот этих моих роликов, когда парень ингуш написал это. Это на его совести, я даже не стал убирать, это ниже моего достоинства. Вот такие твари, как вы, вот ваш уровень я никогда не стану. Поэтому я даже посмотрел, да, это мне неприятно, потому что мою мать убили. И это некрасиво. Я никогда в жизни никому вот такое не скажу, но вот они считают, эти мужчины считают, что они имеют право мне это говорить. Потом я, конечно, скажу. Я не просто так что-то, если я говорю, что на этих площадях как бы проститутки, на наркомане, так как сумасшедшие бегают. Это я потому, что вы же это даете повод мне вот это говорить. Я не говорю ингуши, я говорю те, кто это скачет. Скачет и дальше. Вот, я не знаю, у меня всю моя жизнь, вот я никогда в эту Европу не приехал, никогда в своей жизни. То, что у меня такое будущее было. И в России, даже я живя в Петербурге, за эти 5-6 лет, я так хорошо устроился. Все было бы окей, чики-пики. Но я же приехал сюда, потому что я понял, что не будет моей прежней жизни. Так как отца, мать у меня нет, и я потерял это во время войны, и вот очень много, и потом понял, что вот это не мое, вот надо уехать, не потому что бежать из бомбежек, нет, я там, когда бомбежки были, все было, я это терпел, там находился, со мной ничего не произошло, хотя и некоторые другие положили в своей жизни героические, не героические, там по улице шел, где-то бомба упала, осколок попал, умер человек. Жертв было, и поэтому я такой, они, наверное, вам кажется, что я там, вот это, я даже сам смотрю свои ролики, мне кажется, почему я так получается, потому что я хочу донести, я не знаю, это искренне, я не знаю, что это такое. Вот у меня вот так получается, потому что я говорю спокойно. Вот сейчас перед вами говорю спокойно. Я не устал от микрофона. Сейчас я позавчера купил Вирлис микрофон. Ну, такая накрученная. Я думаю, сейчас поставлю, буду говорить. Никак не получилось. Сегодня снова с этим, с телефоном. И я не знаю. Да, вам, кабардинцы, осетины, дагестанцы, русские, армяне, азербайджанцы. Хотелось бы других тем. Но вот эта тема действительно, я вам говорю, это искренне. Вот даже я 100 роликов выпущу, эта тема не исчерпается. Это очень большая проблемная тема. Это между двумя братскими народами, чеченцами и ингушами. Вот видите, ведь песня, вот сперва шел Али Дидимаев Зама, а потом ингушский певица. Если одно и то же, вы не увидите различий там. Это по нашему чечено-ингушскому телевидению и ночь, вот эти ингушские певцы чеченские. У нас не было этого раздела. Мы ингуши, мы чеченцы, а мы в войнах, и вы не в войнах. Это мы ингуши, но вы в войнах, чеченский род. Не было вот таких странных распределений. Да, в войнах. Если в войнах, это значит чеченцы и ингуши. Нет такого, что да, мы ингуши, мы особые, а вы чеченцы 5 разных сортов. Ногти, нахти, чеченоговорящие, кадыровцы, ичкеринцы. Всех разделили, эти ингуши нас разделили по всем
категориям, а вы уши только одни бесценные, неповторимые, Богом, там, не знаю, помазанный род, и вы всегда правы, мы не правы, все вас должны жалеть. Вот чеченцы это, они выстроили, я вот начал говорить про эти войны, просто я остановился, потому что я бы заплакал, потому что я знаю, это очень, вы этого не видели, вы этого не понимаете, поэтому мне, вот моя мать убили, русский солдат, вот вы мне это пишете, эти грязные слова, это на вашей совести. Своей матери вот пишите вот это. Вот утром мать ваш придет, скажет: сыночек, встань, давай я тебе кашу сварю. Вот скажи это слово своей матери. Твари вы. Поэтому я вам говорю, потому что если бы вы были святые, я говорил бы: ой, какие мужчины хорошие, какие они святые. Это нет, это вообще, у вас столько категорий, у нас 5 категорий, а у вас это не по 6, не считаем. Подлые, вот, категория подлых людей, какая-то категория у вас мужчин неискренних людей, какая-то категория высокомерных людей. У вас этих категорий и порядочные, добрые, такие приземленные, это трудяги. А те остальные наркоманы, проститутки, гастролеры, тунеядцы, я не знаю, вот, которые в Европу за халяву приехали за счет чеченцев. Вот, имейте в виду про этот контингент людей, не тех, кто хорошие, вот сидят там, а все Чечни, вы говорите, все кадыровцы, что там нету приличных людей. Почему они должны быть кадыровцы? От того, что кто-то русский сказал, вы должны повторять это? Вот это вас непонятно, конечно. Очень сложный случай. Я даже не нужно даже стараться об этом. Вот это, поэтому кабардинцы, сицилии, дагестанцы и сами ингуши, чеченцы. У нас только одна тема. Вот у меня как чеченца только будет одна тема. Если это прекратится, я просто прекращу. До этого 6 лет молчал, точно так же, как я молчали все остальные. Все это терпели, ваши эти насмехательства, ваши эти отругательства, ваши эти издевательства, ваши эти истерики. Мы, каких это обычаев, каких это традиций. У нас этого нет. Откуда у вас это взялось? Вы еще вот своих руководителей не уезжаете. Всех вот, у вас вот выборно. Вот эти хорошие, эти нехорошие, эти плохие. Вокруг вас все плохие. Только вы святые и грузины почему-то вы там. Они ровно дышите на них. Это понятно. Хотите в состав. Потому что у них история очень древняя, даже древнее, чем у русских. Вот хотите в их истории примазаться, хотите быть великим. Это всегда такой межрелигиозный, межнациональный вопрос. Это всегда сложный вопрос, сложная история, сложно для понятия, для простых людей. Но я очень даже не знаю, что с вами творится. Если, знаешь, это я пережил и в детстве, и в юности с ингушами, и молодость. И сейчас я тесно общался с ними, потому что я сейчас себе это не позволю, это для меня роскошь. Если я буду продолжать общаться, я себе не уважаю. Они между собой собираются, надо мной, скажем, насмехают. Вот этот близкий рядом живет ингуш. Не появился я 30 мая, как в Америку уехал. Не появился ни здравствуй, ни здравствуй, ни привет. Почтовый ящик, он знает, где я живу. Мог бы кинуть записку, там, привет, что ты там исчез, почему ты не отвечаешь. Но я телефон, у меня есть 2 номера телефона. Не отключал. Я его не блокировал. Единственное, WhatsApp я убрал, и все. Вот, оказывается, только по WhatsApp мы будем общаться. Это значит лицемерие, это значит
для галочки. Потому что нужно получил, ему зачем? Вот они вот так, они все ингуши вот так. Общаясь с тобой, ущерб себе общаемся, потом с годами вот это, какие-то бонусы, какие-то подарки, какие-то вот это. А потом, это, когда все хорошо, все уже, все вот это, никакая помощь от тебя не нужна, значит, ты как бы красиво от тебя уйти, и вот ищут повод от тебя избавиться. Вот повод я им даю всегда. Вот я им так и сказал. Я отключу WhatsApp и все. И даже смс-ку можешь прислать на телефон. Привет, эй, ты где? Это не... Вот так это называется друзья. Чеченцы так себя не ведут, потому что я общался с чеченцами, так себя не ведут. Вот у них это высокомерие. Хорошо, что я от них избавился. Не хочу я больше с ними сидеть, вот манты приготовить, холодный мант, приду гусь, манты же они в горячем виде подают, какой-то с работы уставший пришел, я хочу просто лечь у себя дома. Вот я могу все, что хочу заказать сам, и все, что хочу приготовить. Нет, звонит ему, приходи, я сейчас манты приготовлю. Ну, я пошел, хорошо пошел, там надо в магазин пойти, торт купить, идешь к нему и сядешь. А сейчас я помою этот мант уже готовый, она уже поклала, холодный, ему без разницы. И вот я сейчас кастрюлю помою, как это? И вот этот холодный, вот я холодный еду не кушаю. И вот ты делаешь, видишь, ой, как вкусно, как вкусно. Это такие странные вещи. Я уже раньше это никогда бы не замечал. Вот после того, как я понял, что такое ингуши, вот я начал странности у них заметить. Очень много странностей. Очень много. Я не говорю, что все чеченцы хорошие, пушистые, сладенькие зайчики. Нет, у нас тоже таких. В каждой нации, в каждом народе есть плохие и хорошие. Но речь не о них. Речь о том, что какая-то часть ингушского народа, интеллигенции, не знаю, политики, блогеры, журналисты или профессор вот они вот на чеченцев нападают, весь оставший ингушский народ делает вид, что вот ничего не происходит. Со мной тоже ты ингуш. Вот политики ты не затрагивай, все, мы будем дружить. Как? Вы нас посылаете, вот сейчас этот ингуши на все буквы посылают. Меня-то понятно. И вот это, на мать, вот именно, вот хотят, знаете, моя мать давно, 30 лет тому назад умерла. Вот русские убили. Вот вы, мужчины, вы это пишете мне. Я надеюсь, вот вы переживете то, что я пережил. То, что я, вот это тоже, это Тамара Алиева, вот, при последнем я начал говорить, потом я думаю, это великая честь для этой женщины. Я просто ушел, не стал говорить. У меня очень много было материала, поставил этот материал, думаю, сейчас я буду говорить, сейчас бесполезно. И вот это она тоже. Именно под роль, где я чисто по-человечески, как сегодня я говорил, вот она там, вот, ты чеченоговорящий, ты это, ну как это, вот, ингушский вот это, лицемерие. Это их не... Просто они любят повторяться. У меня очень много таких вещей, которые можно рассказать, но я не знаю, стоит ли это говорить. Я вообще не то что потерян, мне даже стало вдруг, я понял, что мне они интересно говорят про этих ингушей. Я это могу часами говорить. Смысл какого? Никакого.
То, что я нет дикции и плохо, это мое личное проблема, вам не касается. Не нравится, идите дальше. Я знаю, почему вы на меня все эти ингуши нападают, потому что на русском языке я говорю. По-чеченски я говорил бы еще лучше. Плавно. Никто бы про вас, вы не хотите, чтобы кто-то другие национальности про вас узнавал, какие вы подлые, какие вы наглые, какие вы бесцеремонные люди. Вы даже и не в войнах, не понять, какой народ, какой-то микс всего, скорее всего. Микс всего. И поэтому вам не нравится, вот у меня даже 500 подписчиков нет. Почему это вас коробит, я тоже не понял. Почему это вас волнует, почему вы мне угрожаете, или другим блогерам чеченским угрожаете. Вот это непонятно. Я понимаю, как Юрий, тут 10 миллионов подписчиков у меня. Вот тогда вы бы коробились там, я мог бы понять. А сейчас вообще не понятно. Да, там пару тысяч человек слушают меня, и все. Они подписаны, они не регулярные, вот эти. Это даже, они постоянный блог, это я временный блог. Это, я думаю, вы думаете, я постоянно буду про вас говорить? Мне делать нечего. Я лучше свои книги буду писать. Или с чем-то другим займусь, чем вас обследовать, исследовать. Вы себя уже показали. В 18 году показали, какие вы братья. Какие вы мусульмане, какие вы в войнах и Кавказе. Врагам не пожелаешь таких братьев, врагам. Не пожелаешь, потому что многие не поняли, другие народы. А мы все это видели. Представляете, как нам было трудно, как нам было сложно все это выслушивать. Проблема о том, что наши земли украли, это когда узнали, что вы присвоили себе, мы отобрали обратно. Она никогда не была вашей, и никогда ваше не было вот это. И вы вот на пустом месте просто искали причину на нас наехать, на нас в грязь опустить, на нас полить тонны этого хлама своего, ингушского высокомерного. И вы ими все, нас опозорить на всем Кавказе, вы до сих пор, вот с 18 года, это начали в 1972 году, это Базуркин, это осетинского писателя, я не знаю, житель Владикавказа, как это, как хотите сказать, но не ингушского, хотя он у нас чеченский, типа, как писателем был, почему-то не жил в Грозном, не жил в Назране. И вот вы вот это все. Поэтому даже такой мелкий, какой-то мелочный блок вас мешает, вас коробит. Вас это, вы просто, у вас нет других аргументаций, вы мне пишете всякие дрянь. Я в жизни, знаете, я живу не один год и не один десяток лет. Я в своей жизни видел все. И предательство, и коварство, и подлость, и лицемерие, и высокомерие. Вот все, что есть в человеке плохое, все, оно в вас, ингуши. Это не мы вам это дали. Когда вы с нами жили, вы были приличными людьми. Вас уважал весь прогрессивный свет, вас выкотировалось. А сейчас вы живете 31 ушли, и слава Богу, что вы ушли. Молю Аллаха, чтобы никогда в жизни вы больше к нам, они вот сейчас пошли слухи, хотят вас, когда это блокпост поставили, вы почему-то жалобы начали писать на это. Я не буду говорить, кто это поставил. А когда с нами вы, да, скакали на этих площадях, орали, истерили, там, против нас чеченцев, все, а тут очень... Вы испугались, трясетесь перед этим народом. И вы только сейчас, почему жалобы пишете, почему у вас блокпост поставили. А вот пошел слух, что вас хотят разделить между Осетией и Чеченской республикой. Как вам?
Мы не хотим предателей, сексоту, лицемерию. Они в любой момент тебя вот это... Нет, в нашу сторону ни одна ингушская нога не ступит. Мы уже за 70-60 лет мы это уже настрадались. Нам они нужны. Надеюсь, Осетия их себе заберет там. Если Россия решит укрупнить регион, вот пусть Осетия. Вот пусть они с ними живут. Они как раз, у них все общее. Подходят они. С нами жить это сложно, потому что у нас традиции, обычаи. Нам надо все соблюдать. А там никто тебя не видит. Христиане всегда легко живут. Я так думаю. Вам в счастье, да, у вас нет. Молодые подростки, кадыши всякие, хлам. Скорее всего, они и пишут всякие слова, там, посылают. А взрослые еще больнее. Я не знаю, куда вы идете. Вы не трудитесь во благе Ингушетии. Вы не хотите, чтобы она была великой, уважаемой. Вы думаете, если вы кого-то будете оскорблять, кого-то унижать и придумывать сказки небылицы, это не сегодня, это мы веками. Нас черными, красными, золотыми нитями. Мы вошли в чеченскую историю, всемирную историю. Тогда вошли против царя, 25 лет воевали и показали всему миру, кто мы такие. И сейчас, после 2 чеченских войн, то же самое. Так что вам лучше, вы просто сядьте там далеко и тихо завидуйте. Вот вам в этом, скорее всего, это зависть есть, потому что так оголтело, так не по-мужски себя вести, это только зависть, это черная зависть, это злоба непонятно откуда взявшись. Почему-то на своих врагов вы эту злобу не пускаете. Мы-то вас ни одного ингуша к стене не поставили, они вас, вы же забыли 92-й год, вы же забыли 42-й год. Это Россия, это царство, вот это Советский Союз. Вы все забываете. А мы, чеченцы, почему-то всегда виноваты. Столько всего в голове, просто если я буду рассказывать, это будет некрасиво. Значит, я точно такой же, как они, на их стать я не хочу стать. Я очень читаю, это не сегодня эта история я годами собирал. И я везде сижу, все смотрю, мне есть что вам сказать, и в лицо, и без камеры, и с камеры. Я же не просто так это делать, мне что сижу тут. Разве не было красиво чечен учить? Вот вам не нравится. А потом, не, мы война, вот это, другое, когда поставили к стенке, вот предпоследнее интервью, это Магомед Албагачин, ряд части, там везде, гуманитарную помощь выкрали, все, вот, когда по полочкам все расставили, и у вас нет выхода где-то проскользнуть, и вы вдруг вспомнили про войнах и говорите, нет, это вы чеченоговорящие, а мы чеченцы, войнахи, ингуши, это совсем другой народ, да, вы другие, да? Имеете в виду ичкеринцы, скорее всего. Они чеченцы, а ичкеринцы. Вы их любите, потому что они были очень благосклонны к вам. Сейчас вы тоже все на них подписаны, этих Тумсо, Мумсо, всякие это швали. И вот это, и благотворите их. Вот они для вас чеченцы, а мы для вас чеченоговорящие. Вот вы ингуши говорящие, у вас ни одного ингуша там, если я встречу, скажу, ассаламу алейкум, вот вы ингуш, настоящий ингуш. Вот вы говорите, это могут все, на деле показывать, какие вы хорошие. У меня 22-летний парень, представляете, я
Ни один человек, чеченцы, ни один человек. Потом я уехал, с Ростова уехал в Украину, и там я рассказал эту историю. И ни один чеченец не поверил, что это так было. Я говорю, это не... Я один, еще со мной был парень, говорю. И вот это было вообще, я вообще от стыда там чуть, а не провалился под землю. Представляете, молодой парень, мне же стыдно было. Я-то где-нибудь там спрятался бы, наверное. Потом я думаю, где-то есть укромный забор, где-то там, или какое-то здание, которое не живое, где-то там спрятаться. Автобусная остановка, все же видят. Я так позор это был, позор для мужчин. Ни один человек не пустился ночевать. 1 часов ночи. Мы потерялись в этом Назране. Мы не знали, куда идти. Ночь темная. Это же в обычных городах бывает свет, а тут же они везде это свет. И какой-то мужчина шел, и вот этот мой напарник все, что хотел про них сказал ему. Сказал, ни одного мужика среди вас. Неправильно сказал. Он, понимаете, это в Москве было бы какой-то вот кто-то говорит, какой-то странный был реакция. Он оцепенел, этот ингушский мужчина, оцепенел. Оцепенел. 1 часов ночи, мы не знаем, куда мы идем, но куда-то идем, как по этим улицам Азрани. Никто нас не пустил, никто вот это. И вот это шли. И вот это наткнулся на этого мужчину. Он оцепенел, а почему так говорит? Я говорю, нет, я-то молчу, я-то так наученный, приличный человек, а это другой разошелся, послал. Правильно сделал, так и надо. Говорю, в лицо сказал этому мужчине, что он про них думает. В лицо. И он говорит, давайте идите ко мне. Мы-то знали, что он беженец, сам беженец Северной Осетии, живет в школе в вагончике. Мы-то не знали. И он завел нас. У него 2 детей было, и красивая девушка там, красивая. Представляете, человек сам, когда приличный, красивый, семья, все вот это. Он не ингушетий, он Северной Осетии. И вот это какой-то, как домой, какая-то была странная аура, как будто бы домой попал к себе. Я не почувствовал вот это в вагончике, где-то на территории там раточной школы какой-то. Я не почувствовал себя, они у дома. Вот это здесь есть. Но не надо говорить, что мы все такие, это неправда, это не это. Там целая история. Я даже вот никогда не говорю, как-нибудь отдельно ролик про эту историю надо снять, вот так думаю, потому что я смотрю, что многие говорят, что это неправда, мы это такие, да, русских вы, вот сейчас это был мужчина какой-то, блогер был, он выступил, говорит, какой гостеприимный ингушский народ. Я сразу вспомнил про себя. Потому что я говорил на чеченском, мой напарник, со мной этот парень, который тоже на чеченском, мы молодые 2 парня, и вот это им не понравилось, поэтому они нас не пускали, нигде не пустили. Я-то, мне было стыдно просто, как это же очень унизительно ходить в двор, и там уходит женщина, какой-то платке, какие-то вот это, красиво одеты. И она говорит, ой, у нас хейши будходовцы, хейши буд. И в каждом дворе одно и то же. Один и то же, как под копирку. Все повторяют, что у нас гости, у нас гости, у нас гости. Везде гости. 2-этажный дом, 3-этажный дом, неважно, сколько этажей. Везде гости, гости. Вот мы 2 молодых парня зашли, это двор, скажите, вот там парень, и не выходит, что у вас, как у вас. Вот, нет вот это. И вот мать говорит, все, выпровождает. Мы же звонки, там в некоторых домах были звонки. Вот она выходит и выпровождает нас. А потом это я застеснялся, мне это стало стыдно. Это унизительно стало. Я думаю, я им говорю, давайте мы лягем, ничего страшного. Наверное, волки нас тут
они загрызут, это же дремучий лезвие, таган, азран. И я предложил ему просто лечь спать, и все. У нас же сумки были, что это было, как это был случай. Он обиделся, он говорит, я хочу посмотреть, хоть один человек там пусть, я вам говорю честное слово. 3, 4, 5 часов мы ходили. Уже, когда мы поняли, что у нас нет транспорта, уехать в сторону Северной Осетии, и когда поняли, нету гостиницы, мы весь это время до 11 часов вечера посвятили вот поиску вот эти. Илья, ни один человек, сотни людей отказались, сотни. Разве это войнавский, разве это кавказский государство? Лицемерие у вас нет, это ничего. Да, русским, азербайджанцам, или на русском языке, да, на чеченском нет. Но зато за счет чеченцев, ой-ой-ой. Какой-то двойственный народ, двойственный у вас вот это. И вы, скорее всего, обвините нас, что если вы не были в составе Чечен-Ингушетии, вас Сталин не депортировал бы, как чеченцев в Грузии оставили бы, это, если вы в составе Осетии, это еще к нам вот это нам не касается. Сталин вас решил послать к черту. Нам это не касается, это нас он и так послал бы. Он вас, их бы, всю жизнь вы им были благодарны, царской России, сколько вы хорошего для них сделали. Сколько подлости для нас. И то вот они решили вас, своих стукачей, послать ссылку. Какие претензии к нам? Нам никакие претензии. Это Москва, Кремль, вот туда обращайтесь. Вот у вас что-то вот, я вот, знаете, я очень много всего, я не могу часами говорить, я могу по часам, когда говорить, все рассказать. Вот, и вот для меня человек, я понимаю, почему вы так агрессивны к нам, почему вы нас ненавидите. Вот это все, вот это все. Вам кажется, если вы были в составе Северной Осетии, у вас был бы шик да пик. И вот в 1972 году у вас этот светил Идрис Базоркин с другими стукачами, мушами, которые мы приклеили чеченских к себе. Вот вы, Центральный комитет Коммунистической партии СССР, написали письмо, где хотели войти в состав Осетино-Ингушской, создать Осетино-Ингушскую СССР. Вот это у вас, скорее всего, вот это тоже у вас. Вот, вы вините нас в вашей ссылке. Мы не виноваты, мы такие же черты, как и вы. Сталин вас решил. Грузин ваш любимый, грузин Сталин. Вот грузины, вот ваш грузин. Или ваш он дядя, он ваш, или дедушка, я не знаю, в каком колене. Вот он вас решил отблагодарить за верность службу царю и батюшке. Нам никакие претензий. Мы такие же жертвы, как и вы. Вот у вас вот есть что-то такое. Вот вам кажется, что вот это, если вы, поэтому вы не любите Чечен-Ингушетию, вот что там же было очень красиво, там же мы жили очень дружно, и другие народы, не только вы. Вы были очень маленьком меньшинстве, там, как кумыки, вот это, очень меньшинство, 10% у вас не было. 10% у вас в Чечен-Ингушетии, они проживали, я не знаю, где вы жили там. У вас по тем переписям 100 тысяч жило в пригородном районе Владикавказа, у вас в Северной Осетии жило 100 тысяч, а почему-то в Чечен-Ингушетии 25 тысяч у вас. Или это было Грозное, или это было Назрань, я не знаю, но то же самое, потому что если Грозное 25 тысяч у вас жило, на Назрань то же самое, меньше 25 тысяч, 50 тысяч. Скажем, 50% у вас не жило. Я вот не знаю, какая это перепись почему-то. Вот у вас по переписи тоже. 20-25 тысяч. В Чечен-Ингушетии. Вот когда у вас было 25 тысяч, почему-то у нас было 700 тысяч. Вот это непонятно. Сейчас у вас 500 тысяч, нас 1,5 миллиона. Какой-то вот не совпадают эти цифры. Такое чувство, что вы себе
в 92-м, когда вы создавали Ингушскую республику, у вас было 280 тысяч не было. Вот как вы быстро 50 добавили, вот это непонятно, как вы умудрились добавить. Если у нас в 91 году было 1 миллион до 91 года, значит, у нас должно быть 2 миллиона. Вот это, да, война в Чечне, вот это, но это другое. Но странно, очень много странных вещей у вас, ингуши. Я не знаю, что вам сказать. Вот это боль, какая-то боль у вас, какие-то травмы. Эти претензии не можете другим предъявить, и вы ищете самые легкие пути, самые легкие, потому что это ингуши, это вы создали очень легко. Без слез, без страданий, без ничего, без войн, без ничего. Просто ушли и сбежали из Чечен-Ингушской республики. Вы создали свою Ингушетию. Очень. И еще чеченцы вам это за вас все сделали. Руслан Хасбулат в Москве, Джахар Дудаев в Грозной, и Руслан Алшин Азрань, который у вас просите, дайте нам 2 района, иначе нас присоединят Осетии. И мы, как братья, поняли, что вы не хотите этим христианам, я не знаю, поверили, оказывается, это совсем наоборот. Вот сейчас вы же только прокламации пишете, жалобы пишете, что они блокпост поставили. Ну, говорят, я не знаю, это правда, неправда, у вас поставили. И потом я прошелся слух, что это они к добру, короче. И вас расформируют, как республику, хотят расформировать и присоединить Осетии один час, а другой час Чеченской республики. Надеюсь, этого не будет. Вот это не надо. Это провокаторы, это сексоты, это хлинут потоком грозы. Не надо. Вот это уже 60 лет мы это видели. Сейчас не надо. Потом будет лицемерить снова, чтобы нас сбить с толку. И чтобы нас вот это, потом под шумок, вот это, сразу же нож спину. Поэтому вы говорите, что вот этом тоже угроза какой-то истории чеченскому тоже спину ударить. Почему-то вот это у вас у мужчин. Почему-то вы кому-то должны мстить, я не понял. Когда это были войны, вы никак в этих войнах они отметились, никак не показали свой героизм, свое геройство. А когда сейчас мирное время, нет ни войн, ничего, вот вы скачете, и ваш гимн тоже, рок-песня, вот это, патриотическая, вот это. О, вставайте, вставайте, вставайте. 18 раз повторять это, какой гимн это выдержит такой. И все там восхищают. Это не гимн, это песня, да, песня, она может быть и патриотическая, и рок-песня, и возбуждающая, и я знаю какой, сносишь голову, отрываешь все. А гимн это же другое, гимн это же другое. Сейчас вы хотите от чего-то боретесь, вот даже в этом гимне. Вот везде кругом враги у вас. Не знаю, как я это все достал, честное слово. Как это все достал. Вот ты не можешь говорить все, что ты знаешь. Вот они об этом не стесняясь, вот все говорят. А мы, чеченцы, вот как так воспитаны, очень прилично. Вот, думаете, мне нечего вам сказать, нечего на вас. Вот это очень много всего. Но я себя иногда воздерживаю, потому что другие народы, если вы только вы ингуши смотрели, я бы вас, знаете, все вам объяснил, как помощь. Есть другие люди, которые смотрят, чеченцы почему так говорят, а ингуши такие мирные, хорошие.
Да, они же потишка, они с сайта, все вот это как этот Руслан Бузуртан, где-то там сказал, что мы монголы, откуда, от монгольского вот это. Потом показывают книжки, это не я, это в этой книжке написано. Прячется под чужими именами, не мужчина, сам не может сказать, вот я в этот, потом нагайцы, это то, десятое, сотни у вас вариантов, конечно. Это вы такие, вы на свои роли смотрите, Абадиев. Вы на свои рожи смотрите, вы потом поймете, вы монголы, китайцы, какой вы род, нагайцы вы, кто, нагайцы это хорошее, наш состав чеченской культуры, они живут. Это оскорбление для нагайцев, что вы вот такой антироссийские лозунги, это оскорбление. На себя смотрите, потом говорите то, к чему принадлежит. Вы потом, если нечего сказать, вы Аласка, это мне это ингушетин говорит. У вас есть степь Алаской. А у вас ингуши кто? Алаской, только два у вас. ДНК осетинская и казаки, и все. У вас другого ДНК нету. А почему-то вас волнует, кому мы принадлежим, что мы это, вы имеете право нас оскорблять, нас придумывать всякие сказочки. Вот я что-то скажу, это не возбуждается потом. Как в Петербурге вас я не видел. Я же не могу обратно в Санкт-Петербург уехать, чтобы вас не видеть, не слышать. Там я тоже вас не видел. Вот сам в Чечне, да, я с вами сталкивался. Вот тут за границей тоже с вами сталкивался. Говорят, в Канаде вас очень мало. Может, я успею добежать до канадской границы, пока не сойду с ума от вас, товарищи, братья, неповторимые наши. Вы мне ничего не указываете, не показываете. Не следите, мне пофиг, что вы говорите. Я даже, не блогер, просто я сейчас ни с кем не общаюсь, я одинокий Джейсон, я вот так с помощью камеры что-то говорю. И то говорю немножко сдержанно, не в своем тоне. Вы не видели, как я разговариваю, как я говорю. Я вот находить слова в нужное место, у меня есть вот это. И вам лучше со мной не связываться. Если вы больные, психиатрически, вот больные, вы все живете в Европе, если у вас какие-то травмы, какие-то вот психические заболевания, у нас знаешь, сколько больниц? Все бесплатно. Лечитесь там. Лечитесь, иначе вы далеко пойдете. Вот такое начало было у меня такое музыкальное сопровождение. А сейчас вот такому, вот да, так она и есть жизнь наша. Вот мы всегда относились к вам очень с теплотой. О, нашей семье. Моя бабушка, сколько-то историй. Она в Грозном жила, все рассказывала. Была депутат Верховного Чеченгурской ОСЕ. Она к ней обращается очень многие мужчины. Она же была передовица не только чеченгурской ОСЕ, она заняла первое место какое-то в республиканском соревновании. Да, были времена такие хорошие. Но сейчас уже обратно этих времен не вернут, конечно. Но надо постараться быть немножко терпеливым. Не надо возбуждаться. Я
даже процент того, что ингуши говорят, я не говорю. И то вы на меня набрасываете, на меня вот эти ярлыки вешаете. Не от ваших, это ничего. А просто закрою канал, и все. Вы ничего мне не сделаете. Вот я этот вот открыл сайт, чтобы меня типа спугнуть, чтобы вот это. Я так уверен, что я примерно знаю, кто он такой. Он жил в Голландии и приехал в нашу страну, и вот этот, даже он банк, когда он же забыл, что я его сразу раскусил, это поэтому я хотел его полить, друг, не друг, специально, если он одно угрожающее слово мне, одно вот это сразу его полить, чтобы связал, хотел. Но он повода для полиции, конечно, не стал давать, сам испугался. А я сказал, я тебе дам свой телефон, мы поговорим. Испугался этого. Типа, решил на меня беседу. А это ингуши, знаешь, сколько у меня тут? Хватает. Без вас, конечно. А я-то знаю, кто он, только просто вежливо с ним общаюсь, чтобы он себе выдал. Тварь испугалась под конец. И до сих пор ни одного не написал. Вот если так сильно хотел со мной общаться. А куда исчез? А думать, мы идиоты. 30 минут тому назад создал сайт в Ютубе и решил мне угрожать. Многие чеченские блогеры об этом говорят, что им угрожают, вот это, ингуши, это как это, по-мужски? Какие вы трусы, какие вы подонки. Я-то, что, я знаю вас всех лицо. Вот странные вы люди, больные люди, вот мне, чтобы кто, даже это мою мать, вот это все пишет, что я буду его угрожать? Нет, это же, а не нормально.